До начала мероприятия всего несколько минут. В числе награждаемых те, кто предотвратили возгорание и спасли людей. Один из них – Руслан Шакриев. Он работает в МЧС больше 30 лет, 20 из которых провел в государственном пожарном надзоре. За плечами Руслана немало грамот и медалей. Но самая ценная награда для него – это спасение человеческих жизней. Я работал в государственном пожарном надзоре. У нас основная наша работа была профилактика. Но все равно нам приходилось спасать, тушить. Я лично участвовал в тушении лесных пожаров в Джайрасском районе. Мы участвовали, я помню, у нас загорелась больница района в крепости. Мы почти сутки тушили этот пожар вместе. Там находились, тушили, вытаскивали имущество. Пострадавшего тогда не было. За добросовестный труд, проявленную инициативу и усердие при выполнении служебного долга и в честь празднования 95-летия со дня образования Государственного пожарного надзора. Награждают сегодня порядка 30 человек. Это не только сотрудники МЧС, но и те, кто помогал Главному управлению МЧС. Их отмечают почетными грамотами от Народного собрания, благодарностями от МЧС Ингушетии и юбилейными медалями от главы региона. Майора внутренней службы Богатырева Магомеда Хамзатовича. Это приятно как бы для любого сотрудника, когда твоя непосредственная работа приносит какие-то позитивные нотки, скажем так. Но наша главная цель – это направлена на обеспечение противопожарной безопасности. Самое главное то, что мы минимизируем риск возникновения пожара на наших объектах, тем самым минимизируем количество материального ущерба и человеческих жертв и травм. Самому юному награжденному 10 лет. Ахмед Гагиев пока еще не стал сотрудником министерства, но уже получил нагрудной знак МЧС России за заслуги. Ночь на 5 октября в доме Гагиевых вспыхнул пожар, который за считанные минуты охватил весь дом. Первым проснулся Ахмед и увидел вокруг стены, охваченные пламенем. Разве это медаль? Я озвучу. Спасатель Халбизмби. Сегодня в пожарном надзоре по всей России работает около 13 тысяч человек. За последние 5 лет они спасали немало жизней, предотвратив 4 миллиона нарушений пожарной безопасности. Пожар легче предупредить, чем потушить. И даже сейчас эта фраза не теряет своей актуальности. Особенно летом, когда на территории Ингушетии ожидается чрезвычайная пожароопасность. По пожарам на сегодняшний день у нас идет снижение пожаров на 3%. К сожалению, да, показатель не очень высокий, но это связано с тем, что у нас на территории республики сейчас установилась жаркая погода, и все выезда, которые происходят за сутки, а это в среднем 5-6 выездов, это выезда на горение сухой травы. Горение сухой травы, растительности. Как показывает статистика 2021 года и 2020 года, мы 2 года подряд идем на уменьшение количества пожаров. Сегодня они отмечают 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора. Слова благодарности и поздравления звучат отовсюду. Хочу всем ветеранам в первую очередь пожелать здоровья, долгих лет жизни, действующим сотрудникам дальнейшего карьерного роста и чтобы наши действия совместно с ветеранами, с общественными организациями были только направлены на профилактику пожаров и на обеспечение пожарной безопасности нашей республики. Эти долгие 95 лет вмещают в себя целую историю, полную успехов, отваги и подвигов. Сегодня Государственным пожарным надзором МЧС России слажена, мощная структура, которая не раз на деле доказывала свою эффективность. Пожарный надзор работает на своевременное выявление возможных рисков, прогнозирование, предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности, повышение ответственности и сознательности граждан.
Сотрудники пожарного надзора регулярно проводят учебные пожарные тревоги, обучают население правильному поведению во время бедствия. Кроме того, инспекторы выезжают на каждый пожар, опрашивают свидетелей, делают осмотр происшествия и устанавливают причину возгорания. И даже в свой профессиональный праздник они не отдыхают. Некогда, работа ждет. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.